На телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре среда, 2 февраля. Подорожает ли проезд? Будет ли курсировать между столицей Чувашии и Новочебоксарском электротранспорт? Именно такой первый вопрос задали сити-менеджеру Чебоксар Денису Спирину на пресс-конференции. По словам главы администрации города, проезд в общественном транспорте в Чебоксарах подорожает. Но насколько и когда, пока неизвестно. Сейчас проводится анализ затрат перевозчиков. Учитывается и тарифная сетка, и уровень инфляции. Правда, дело двигается очень медленно. Немногие транспортные компании предоставляют эту информацию в срок. Ходят слухи, что цена на транспорт подорожает на 4 рубля. Хочу сказать, слухи ходят. Это слухи. На сегодня такого удорожания мы не планировали. Запустить электротранспорт из столицы в Новочебоксарск в планах тоже есть. По словам Дениса Спирина, теме экологии сейчас уделяют намного больше внимания, чем раньше. И в послании главы Чувашии Госсовету Республики также был сделан на это акцент. Сити-менеджер упомянул и Европу, где уже почти полностью отказались от топливных двигателей. Он заявил, что наша республика не должна отставать от этого тренда. К другим темам: 2 умные спортплощадки с доступом к интернету и 1 модульный спортивный зал в ближайшие 3 года появятся в Чувашии. На это из федерального бюджета региону выделят 100 миллионов рублей. По словам профильного министра, 20 миллионов рублей республика получит уже в этом году, еще 20 миллионов в следующем. А в 2024 году в Чувашию поступит еще 60 миллионов рублей. К слову, где пропишутся новые спортивные объекты, пока неизвестно. Места для их размещения выберут на конкурсной основе. С чего начинается Родина? Сегодня в Театре оперы и балета в Чебоксарах стартует фестиваль чувашской музыки. Его главными темами станут Чувашия и национальные мотивы. Фестиваль пройдет уже в 11-й раз. Праздничную программу откроет опера Федора Васильева «Шива Армань». Для зрителей, не владеющих чувашским языком, на сцене установят специальный экран, на который будет транслироваться синхронный перевод на русский язык. Так они смогут свободно ориентироваться в сюжете. Кстати, купить билеты на фестиваль можно по пушкинской карте. Нашему зрителю будут представлены национальные оперы. Это «Шива Армань» и «Нарспи», а также балет «Сарпеге». И завершением нашего фестиваля станет гала-концерт, в который войдут ярчайшие номера, раскрывающие чувашскую культуру. Читаем Хузангая всей страной. Накануне дня рождения народного поэта Чувашской АССР стартовал одноименный флешмоб. Чтение открыл сын поэта, публицист и литературный критик Атнер Хузангай. Он прочел стихотворение «Малалага Пурныч Малала». К флешмобу присоединились уже больше 40 человек по всей стране. Среди них заслуженная артистка Чувашии Надежда Кириллова, оперная певица Валентина Двойнова. Проект также поддержали диаспоры Республики Башкортостан и Пензенской области. Напомню, принять участие во флешмобе может каждый. Для этого необходимо выучить одно из произведений Петра Хузангая, записать видео и выложить его в социальной сети. Не забудьте поставить хэштеги «Читаем Хузангая», «Хузангая Вулатпар». Акция продлится до 20 апреля. Победители же определят в День чувашского языка 25 апреля. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».